В ряду вопросов, интересовавших президента Рауля Хаджимба, был вопрос, касающийся обязательного медицинского страхования. Соглашение о сотрудничестве в области организации страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе обязательного медицинского страхования России было подписано 8 августа. Сделано немало. На какой сегодня стадии находятся эти работы со стороны Минздрава, как осуществляются все эти мероприятия, что сделано, какие трудности и на каком этапе мы уже можем сказать о том, что наши граждане могут получить возможности по обязательному медицинскому страхованию. Соглашение предполагает оказание необходимой медицинской помощи гражданам Абхазии в российских клиниках. Соглашение уже ратифицировано парламентом нашей страны. В ноябре текущего года ожидается ратификация документа и российским правительством. В соответствии с этим соглашением в течение 1 месяца мы должны будем открыть пункты выдачи полисов. В рамках этого соглашения мы готовим, второе соглашение по части его реализации с территориальным Краснодарским фондом обязательного медицинского страхования. Мы уже с представителями российского ФОМСа и российского Минздрава обсудили основные позиции по этому соглашению. В ближайшее время мы ожидаем делегацию с Российской Федерации, где мы будем прорабатывать конкретно механизмы реализации данного соглашения. По словам министра здравоохранения, речь идет прежде всего о клиниках Краснодарского края. Однако стоит отметить, что в рамках данного соглашения по закону об ОМС при предъявлении страхового полиса граждане имеют право получать как первичную медико-санитарную, так и специализированную высокотехнологичную помощь в любой клинике России. Томас Сахнакия подчеркнул, что при республиканской больнице начнет работать специальная комиссия, которая будет направлять граждан в клиники России именно по тем направлениям, по которым соответствующая помощь не может быть оказана у нас в республике. В наших учреждениях делаем все необходимое и будем стараться улучшить качество оказания медицинской помощи здесь на месте. У нас для этого есть достаточные условия, и прежде всего и в республиканской больнице, и по высокотехнологичной медицинской технике. Мы делаем основной акцент сейчас на подготовку кадров, на усовершенствование, и в рамках этой программы мы готовы в ближайшее время подписать соглашение с Российской медицинской академией после дипломного образования, и буквально на следующей неделе мы начинаем выездные курсы усовершенствования для наших специалистов по программе на базе республиканской больницы. На встрече речь шла о соглашении о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан России, постоянно проживающих в Абхазии, которое предполагает обеспечение льготных категорий граждан республики как лекарственными препаратами, так и расходными медицинскими материалами. В рамках этого соглашения предполагалось подготовить регистр инвалидов и реестр медикаментов и расходных материалов. Это с нашей стороны. Мы его выполнили, регистр создан, реестр медикаментов подготовлен, и заявка на 4-й квартал текущего года направлена уже в Министерство здравоохранения. То есть это все в соответствии с соглашением. И наш парламент также ратифицировал это соглашение. Мы ожидаем в этом месяце, как нам сказали в Минздраве России, ратификации этого соглашения. И фактически после его ратификации оно будет готово к его реализации. Эти препараты должны идти по назначению для той категории людей, которые обозначены в этих списках. По словам министра здравоохранения, аптечные пункты будут оснащены необходимой оргтехникой и соответствующей информационной программой, которая будет полностью контролировать процедуру выдачи препаратов, их количество, выписки от врача. Рауль Хаджимба также подчеркнул важность продолжения диспансеризации жителей Абхазии, начатой в прошлом году. База данных по всем городам и районам должна быть сформирована. Мы должны знать наиболее подверженные слои нашего общества тем или иным заболеваниям, виды заболеваний характерны для той или другой местности и в целом по Абхазии, и принимать соответствующие меры по
локализации этой ситуации. Поэтому я думаю, что здесь еще раз нужно проявить максимум усилий. Все то оборудование, которое было приобретено для этих целей, не должно простаивать. По словам Цахнакия, по итогам диспансеризации 2016 года обследованы более 40 тысяч жителей Восточной Абхазии, в том числе и детское население столицы. Среди выявленных у граждан Абхазии заболеваний лидируют сердечно-сосудистые, а также болезни органов кровообращения, сахарный диабет и онкологические заболевания. Диспансеризация населения Абхазии продолжается. Что касается дальнейшей программы, то вот сегодня мы начали проведение диспансеризации в Новом Афоне. До конца текущего года мы надеемся завершить в большей степени обследование декретированных категорий жителей Гудаутского района. И в следующем году завершить Гагарский район и подвести уже общие итоги по проведению диспансеризации. На встрече обсуждался вопрос открытия нового корпуса республиканского противотуберкулезного диспансера. Как сказал Томас Цахнакия, практически все работы завершены. Остались некоторые технические вопросы. Диспансер будет располагать 140 койками, где будут размещены пациенты, нуждающиеся именно в стационарном лечении. Предусмотрены в том числе детские койки и хирургический корпус. Цахнакия также доложил президенту о том, что в части укомплектованности персонала противотуберкулезного диспансера есть определенные проблемы. Дефицит специалистов в части фтизиатрии. Он добавил, что 2 кадра готовятся к клинической ординатуре. Через год-два они пополнят ряды специалистов в Абхазии. В завершении встречи Рауль Хаджимба подчеркнул, что основной упор должен быть сделан на профилактическую работу. Это соответствующая просветительская работа, это работа всех тех врачей, тех специалистов, которые должны быть нацелены на именно этот этап работы. Это важная составляющая, я думаю, Минздрава. И в целом это касается здоровья нации. Рауль Хаджимба добавил, что оказание соответствующей медицинской помощи тем, кто в ней нуждается, и повышение уровня здравоохранения в стране в целом – это одно из приоритетных направлений развития нашего государства. На Алакове Алексея Гухава, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение.